Доброе время суток, уважаемые коллеги. Интересно, почему в сутках всего 24 часа? Или некоторые люди рано встают, энергично начинают свой день? А какие последние вопросы задавали ваши дети? Вот именно по содержанию и количеству вопросов вы можете уверенно определить, какие интересы, что сейчас интересно вашим детям. И сегодня мы с вами более подробно и поговорим о познавательном интересе. Продолжаем цикл вебинаров, который организует Институт развития образования. И наша сегодняшняя тема – как развивать познавательный интерес у дошкольников. Меня зовут Оксана Пантелеймоновна Буланова. Более 20 лет я работаю в системе дошкольного образования. Так что же такое познавательный интерес? Познавательный интерес – это стремление ребенка узнать что-то новое, выяснить качество и свойства выбранного объекта. Обществу нужен человек, не только употребляющий знания, а тот, который умеет добывать эти знания. В наше нестандартное время очень важно иметь представление и широту интересов. Познавательный интерес в педагогическом процессе играет одну из главных ролей. Можно сказать, что интерес выступает именно как энергичным активатором, стимулятором деятельности в развитии ребенка. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования одной из главных задач познавательного развития указывается задача развития интересов детей, любознательности, познавательности, мотивации. Поэтому в центре внимания педагогов должна быть ориентация образовательного процесса на познавательные возможности дошкольников и на их реализацию. Познавательный интерес выражается в нескольких стадиях, которые выделяет Щукина. Это любопытство, любознательность, непосредственно сам познавательный интерес и творческая заинтересованность. Давайте рассмотрим поближе педагогические условия развития познавательного интереса у дошкольника. Что самое главное, что стоит за успехом и эффективностью развития познавательных интересов? Одно из главных условий – это предметно-пространственно развивающая среда. Конечно, мы говорим сейчас не только о групповых комнатах и затрагиваем прогулочные участки, веранду. Помним все о том, что среда должна быть соответствовать возрасту данных детей, она должна уметь трансформироваться, должна нести полифункциональные возможности, быть вариативной, доступной, насыщенной, но и самое главное, она должна быть безопасной. Требования к предметно-пространственной развивающей среде прописаны в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Что же идет дальше из условий развития познавательного интереса? Это продуманные дидактические занятия. У вас большой спектр выбора форм занятий. Это занятия экскурсия, путешествия, занятия игра, соревнования. Вы можете выбирать различные методы и приемы, наглядности, устные беседы. Это применение хоровых ответов, коллективная работа, работа с подгруппой или индивидуальная работа. Но вы также обязательно должны использовать все групповое пространство. Не обязательно сидеть за столами во время занятия. Вы можете это делать задание сидя, вы можете пойти на ковер, посидеть на ковре полукругом, стоять там, где удобно ребенку. То есть выбор всегда за вами. Смотрим и наблюдаем, что у детей больше вызывает интерес. Ну и самое главное, конечно, продумываем мотивацию. И при этом очень важно педагогу быть внимательным. Да, есть очень много активных, любознательных детей, которым очень интересно поделиться своими знаниями, своим опытом, и они достаточно активно и уверенно выступают на публике, при своих детях или в гостях. Важно обратить внимание на застенчивых детей, которые бывают не уверены в себе. Поэтому очень важно продумать такие задания, где каждый ребенок сможет что-то сделать. Например, если эти задания связаны с выполнением на листе, и вы внимательно смотрите, как педагог
педагог, что зацепило ребенка, что его заинтересовало. Важно создать ситуацию успеха, чтобы этот ребенок почувствовал себя успешным. Конечно же, обязательно разговоры с родителем, чтобы заинтересованность ребенка развивалась дальше, выливался познавательный интерес, формировался свой опыт. Ну и третье условие, оно вытекает, конечно, из продуманных дидактических занятий. Это у нас проблемные создания и использование проблемных образовательных ситуаций. Да, конечно, педагог авторитетно может сказать: дерево не тонет, камень обязательно уйдет на дно, и ребенок этому поверит. Ну, во-первых, ваш авторитет, во-вторых, вы это будете очень уверенно говорить. Но запомнится ли это ребенку? А если он сам проведет эту исследовательскую деятельность, проверит на плавучесть другие предметы и сам сделает выводы, а затем свой собственный опыт будет использовать в жизненных ситуациях. Есть такое за нами воспитателями, педагогами, когда мы задаем детям вопрос, сами на него отвечаем и сами при этом анализируем. Поэтому очень важно задать вопрос и дать возможность ребятам ответить на него. Причем, выбирая вопросы, формулируя вопросы, обратите внимание, что было меньше вопросов, на которые требуется ответ «да» или «нет». Задайте такой вопрос, чтобы ребята смогли порассуждать, чтобы получились разные примеры, разные варианты. Подводите их к тому, что решение ситуации, возможно, имеет сразу несколько выходов. И все эти решения будут правильными. И это обязательно поможет ребенку в дальнейших жизненных ситуациях. Не только при общении со своими детьми, но и уже дальше, когда он пойдет в школу. Итак, помним о том, что создаем проблемные ситуации. Причем не только во время непосредственно образовательной деятельности, но и во время прогулок, наблюдения, одеваемся, просто сидим, играем с ребенком. И пошли дальше. Следующее условие – это применение технологии ТРИС. Конечно, об этом говорить можно много, так как это очень известная технология, очень интересная технология. И использование данной технологии позволяет существенно увеличить вероятность решения нестандартных задач и решения обыкновенных задач нестандартным способом. Система обучения ТРИС охватывает все возраста, начиная с детского сада и заканчивая уже достаточно взрослым состоянии. Я думаю, такой прием, как мозговой штурм, вы часто используете у себя на педсоветах, на планерках и на обсуждениях каких-то важных педагогических вопросов. Ребенок, владеющий элементами ТРИС, старается решать свои проблемы не силой. Он пытается найти разные выходы из ситуации. Ну, примеры из жизни, когда мальчик оказался в затруднительном положении, ему надо зайти в закрытую дверь, которую закрыла сестра с другой стороны. Что применить? Силу, крики, угрозы. Мальчик придумал такой выход. Он придвинул стул к двери и сказал: «Теперь я тебя запер». И через несколько секунд сестра сама открыла двери, освободив себя из плена. Вот такой необычный подход. Конечно, вы знаете много этих приемов, такие часто, которые используете на занятиях. Это хорошо или хорошо, плохо, это различные да-нетка. Лично мне очень нравится применять в практике метод «сочини загадку», когда выбирается объект, обсуждаются его характеристики, и на сравнениях строится текст загадки. Для этого можно устроить целые соревнования, создать свою книгу загадок. И малышам, и ребятам старшего дошкольного возраста всегда интересно. Ну и еще один из способов называется «Кто гуляет на полянке?», когда педагог предлагает набор разных предметов. Ну вот посмотрите, начнем с малого. Когда этот прием вводится, то предметов, конечно, должно быть 3-4 максимум, а с возрастом увеличивается. Итак, кто гуляет на полянке? Попробуйте догадаться, кто же выскочил на лесную полянку? Комочек пуха, длинное ухо.
прыгает ловко, любит морковку. Догадались? Да, конечно, это зайка. Посмотрите внимательно на предметы. Вот как вы думаете, каким предметом мы можем заменить зайку? Ну, нет у меня пока фигурок зайки. Обсуждаем с детьми, да, трогаем предметы, останавливаем выбор. Да, белый, мягкий, вот какой зайка, и тоже умеет прыгать. Скакал зайка по полянке, грустно одному. Захотелось ему познакомиться. С кем можно подружиться, с кем можно поиграть, весело и интересно провести время. Слышит, что-то зашуршало. Как вы думаете, кто это такой? Кто же у нас шуршит сухими веточками? У кого вместо шерстки иголки? Кто вылез на полянку? Ежик. Внимательно рассмотрим предметы. Как вы думаете, какой предмет заменит ежика? Так вон этот ежик, как иголки. Познакомили зайчик с ежиком. Дальше вы обсуждаете, предлагаете детям возможность продолжить. Какой у них будет диалог, какую игру они придумали играть. А нужен ли им третий? Слышите? Кто-то скачет. Кто же весело играет, скачет? У нас остался один предмет. Как вы думаете, что назовут дети? Да, бывают разные варианты. Кто-то называет зеленая лягушка, а кто-то скажет, что выскочил кузнечик. То есть ребята сами придумывают ситуацию, а главное педагогу верно направлять их в нужном решении. Конечно, когда дети становятся старше, набор предметов становится шире, больше, и, конечно, уже сравнительный анализ идет более подробно. Мы спрашиваем, почему ты этот предмет выбрал, решил, что именно это животное похоже на этот предмет. Опять сказывается опыт детей. Ну, поехали дальше. Я думаю, что про ТРИЗ достаточно информации, и вы ими активно пользуетесь. Итак, одно из моих любимых эффективных условий развития познавательного интереса – это игры. Не просто игры, а развивающие игры. В наше время их огромное количество. Широко известны блоки Дениша, палочки Кюйзенера, кубики Никитина и, конечно же, моя любовь – игры, развивающие игры Вячеслава Воскобовича. Давайте посмотрим на палочки Кюйзенера. Придумал Джордж Кюйзенер, бельгийский учитель начальных классов. Он создал набор деревянных палочек разного цвета и разного размера, разной высоты. В данном случае палочки Кюйзенера пластмассовые, что очень удобно, не теряют свой цвет и легко обрабатываются. Безопасность превыше всего. Итак, для чего же нужны эти палочки? Опять, все из-за интереса. Заинтересованности самого педагога дать материал так, чтобы дети его усвоили. Очень трудно дается состав числа. Число – это вообще абстрактное понятие. Как сделать его более понятным и приблизить к детям? Вот и была придумана такая игра палочки Кюйзенера. То есть каждая палочка отвечает за число. Когда мы знакомим детей, мы просто рассматриваем палочки, называем их цвета, сравниваем, что бывает такого цвета, смотрим, чем они отличаются, выстраиваем вот такую числовую дорожку, когда дети понимают, что с каждой ступенькой наша лесенка становится выше, да, методом сравнения смотрят, какую пропустили. И таким образом выстраивается числовая лесенка от 1 до 10. Итак, 1, 2, 3, 4 и так далее. Ребенок ориентируется и на цвет. И самое главное, понятие числа становится осязаемым. То есть вот она, единичка. Вот она какая. Короткая, маленькая. Что в нее вмещается? А вот это у нас, например, 5. Побольше, да, у ребенка тактильно и визуально он видит, какое число больше, какое число меньше. С помощью палочек Кюйзенера можно решать задачи на сложение и вычитание. И самое интересное, что с помощью палочек Кюйзенера мы можем интересно изучать состав числа. Ну, например, представим, что у нас едет вагончик желтого, фиолетового и черного цвета. Опять же, разные бывают задания на пространственное
отношения. Поставь наши вагончики так, чтобы желтый был первый, или самый короткий вагончик оказался посередине. Ехал наш паровозик в дальние страны, и на одной из станций, когда осмотрели вагоны, смотрители сказали, что желтый вагончик сломался. И, к сожалению, точно такого же желтого вагончика нет. Как же быть? Куда расселить пассажиров, которые сидят в желтом вагончике? Предлагаются два других вагончика разного цвета, при соединении которых получится точно такая же длина, как у желтого. То есть влезет столько же пассажиров. Итак, ищем варианты, какими вагончиками мы можем заменить наш желтый. И ребенок с помощью проб, ошибок, именно практическим способом проверяет. Ну вот в данном случае мы выбрали розовый и голубой вагончик. При соединении у нас получается точно такая же длина, как у желтого. Сколько пассажиров влезает в желтый вагончик? Ребята уже знают, можно посмотреть на коробке, пользоваться подсказками, это тоже очень хорошее решение. Мы находим 5 пассажиров влезает в желтый вагончик. Теперь внимательно смотрим, какими палочками мы заменили. Розовый и голубая. 2 и 3. Значит, 5 – это 2, да еще 3. Еще очень много интересных задач можно решить с помощью игры палочки Кюзинера. Ну, например, из собственного опыта, когда и играем с маленькими детьми, конечно, мы еще о числах, так более составе числа не говорим, мы перебираем эти палочки, обращаем внимание на цвет, и я предлагаю сделать их музыкальными дудочками, которые будут исполнять свою песенку. Например, вот самая короткая дудочка какая? Белого цвета. Вы слышите? Она поет песенку «Бе-бе-бе». А как вы думаете, почему эта короткая дудочка поет такую песенку? Может, она дразнится? Ну-ка, прислушайтесь еще раз внимательно. «Бе-бе-бе». Да? Какие будут варианты? Ну, конечно, приходим о том, что она белая, поэтому и поет такую песенку. Внимательно посмотрите, а какая дудочка поет песенку чо-чо-чо-чо. Внимательно рассматриваем, и это черная палочка. И в дальнейшем эти палочки становятся настоящими друзьями наших дошкольников. Творческие педагоги, активные педагоги придумали достаточно много игр и готовых заданий для игры с палочками Кюзинера. Посмотрите внимательно, вот такие интересные, яркие альбомы, прописаны все слова, фразы. Вы можете читать вместе с ребенком, играть, обсуждать. Вот самый маленький вариант, начиная с 2 до 4 лет. То есть, опять же, широкий возрастной диапазон. Вот посмотрите, какие интересные, яркие картинки, которые заинтересуют ребенка познакомиться с этой игрой. Для детей постарше уже предлагаются вот такие схемы, почувствовать себя архитектором и построить данные здания. Вот посмотрите внимательно. Если мы выберем любое здание, которое понравится ребенку, внимательно посмотрим, и можно задать вопрос, а встречали ли вы такие здания в нашем городе? В каком городе мы живем? На какое здание похоже эта башня или это высокое здание? Задание можно придумывать самим. Ну вот, например, попробуем построить из палочек Кюзинера, как вы думаете, что элемент коми-орнамента – солнце. Внимательно рассмотрим, сколько палочек требуется. А как вы думаете, можно ли найти палочку вот такого размера? Нет, что-то она маловато. Что же делать? Как узнать, какого цвета палочку надо взять? Как раскрасить этот элемент? Что может послужить подсказкой? Да, конечно, цифра, которая написана на палочке. То есть нам надо взять палочки какого цвета? Желтого, потому что у нас стоит цифра 5, и эти короткие палочки, на которых написана цифра 1, белого цвета. Так что есть возможность и самому педагогу придумать новые задания, дать возможность, дать варианты, придумать игры вместе с детьми. Вот такая развивающая игра «Палочки Кюзинера». Ну и не могу немного не рассказать о играх Вячеслава Вадимовича Воскобовича. Ведь тоже все возникло из-за интереса.
Молодой папа, 80-е годы, когда рынок не был насыщен разными игрушками. Самые известные это были кубики Никитина. Для своего ребенка Вячеслав Воскобович решил придумать интересную игру. Инженер по образованию, он придумал вот такую дощечку. На этой дощечке набиты разноцветные гвоздики. Посмотрите внимательно. В данном случае эти гвоздики яркие, разного цвета. И когда мы знакомим с малышами, вот мы смотрим, что можно потрогать эти гвоздики, и они нисколько не колятся. Посмотрите внимательно, чем они отличаются. У них и каждого гвоздика есть своя фамилия и имя. Например, это семья красных гвоздиков. А как вы думаете, какое у них имя в этой семье? Ну, догадливые, внимательные детки посмотрят и увидят цифры рядом с гвоздиками. А вот посмотрите, цифры нет около этого гвоздика. Как же его назвать? Это будет, вам подсказывает буква, центральный гвоздик, который стоит в середине. Сам Вячеслав Воскобович предлагает познакомить с этой дощечкой с помощью сказки. И интересная история. Опять же, в чем большой плюс игр, развивающих игр Вячеслава Воскобовича? В каждой игре, а их большое количество. И самое интересное о том, что этот список еще продолжается. Разные варианты, разные вариации данных игр. Работает в лаборатории, развивающей в Петербурге Вячеслав Вадимович, приезжает, проводит разные вебинары. Итак, Геоконт, его сказочная история, она представлена вот в такой книге «Геометр и я», дядя Степа, малыш Гео, ворон Мэтр и я, дядя Слава. Сказка об удивительном Геоконте. Конечно, вы можете почитать внимательно вместе с ребенком, поддерживаться именно этой сказочной историей, а можно придумывать и свои. Например, Вячеслав Воскобович при знакомстве с Геоконтом предлагает погулять по белому свету. Малыш Гео гуляет по белому свету и вдруг увидел большую красную птицу. Испугался, но услышал голос ворона Мэтра. А ты испугай ее оранжевым криком. А как это оранжевым криком? Ну вот у меня только одна ассоциация. Берут апельсин, засовывают в соковыжималку, и вот начинают выжимать, и вот я представляю, как кричит апельсин. А у вас какие ассоциации? А что расскажут дети? Ну, лично я на своем опыте, когда знакомлю детей с замечательной игрой Геоконт, геометрический конструктор, мы просто скачем по веселым кочкам. Встаем, как новогодняя елка в центре, и скачем, например, по снежной тропинке. Это по каким гвоздикам? По белым. Первый, второй, третий, четвертый. Называем наши кочки 1, 2, 3, 4. И малыш, во-первых, на слух счет, а во-вторых, соотносит с цифрой, куда он ставит пальчик. Ну, что же геометрический конструктор нам предлагает? Конечно же, сразу вариант создания геометрических фигур. Для этого нам нужна обыкновенная резинка. Ну, вот они цветные, это, опять же, заинтересует детей. А почему нельзя использовать обыкновенную веревку? Как вы считаете? Задаем вопрос детям. Что же будет, если мы просто положим веревочку? Ну, во-первых, она может упасть, а с помощью резинки мы можем зацепить за гвоздики и, опять же, знакомим детей с таким физическим свойством, как умение растягиваться. Резинка умеет растягиваться, а веревочка, к сожалению, имеет свою определенную длину. Да, вот так мы с вами быстро и уверенно учим деток сконструировать геометрическую фигуру. Какая фигура получилась? Квадрат. Рассматриваем вместе с детьми, проводим пальчиком, обращаем внимание, 4 стороны и все стороны равны. Конечно же, это может быть словесная инструкция. При знакомстве обязательно вначале показываем, говорим, а затем ребенок уже просто на слух воспринимает, за какие гвоздики можно зацепить. И опять же, заинтересуем нашего ребенка превращением этого квадрата. Если мы зацепим резиночку за оранжевый соседний гвоздик, то во что у нас превратился квадрат?
Да, он превратился у нас в флаг. А если мы включим оператор вращения, да, трезовский элемент, и перевернем наш флажок, то что вы сейчас видите? Ну, лично я вижу табуретку. А вы что увидели? Можно записывать ответы детей, и вы увидите, во-первых, с возрастом, во-вторых, когда у них будет получаться, будут разнообразные ответы. А мы пойдем дальше превращать наш квадрат уже в флажок, попробуем поэкспериментировать с резинкой с другой стороны. Что же у нас теперь получилось? Смело переворачиваем, смотрим и спрашиваем ответы детей, на что у них похоже. И, конечно же, завершение. Посмотрите, наш квадрат превратился в звезду. Большая звезда получилась. А как вы думаете, можно ли сделать звезду поменьше? Это большая звезда. А как сделать звезду поменьше? Ну и детки, конечно же, приходят к выводу о том, что надо взять резинку, которая покороче. Опять проверяем, умеет ли она растягиваться. Давайте вспомним, что надо было сделать для этого. Вначале надо сделать квадрат и затем зацепить за центральные гвоздики. С помощью геоконта можно решать разные задачи и пространственное отношение. Построить треугольник в правом верхнем углу, затем построить точно такой же треугольник в левом нижнем углу. Или, например, посмотрите, какое интересное задание, когда на поляне цветных гвоздиков выросло зеркало, натянули красную резиночку, которая отличается тем, что по бокам у ней петельки. Посмотрите, кто же подошел к нашему зеркалу? Внимательно послушайте координаты. Центральный гвоздик, голубой 3 и фиолетовый 3. Вы уже догадались, какая фигура получится? А почему вы решили, что треугольник? Спрашиваем мы у детей, потому что были названы всего 3 гвоздика. А именно у треугольника 3 вершины, 3 угла, 3 стороны. Присмотритесь внимательно. Когда треугольник подошел к зеркалу, что он там увидит? Возьми другую резиночку и построй на другой стороне. А теперь попробуем превратить, на что это похоже. И еще огромное количество заданий, которые ребенок может вместе с вами и самостоятельно выполнить на геоконте. Для этого, опять же, существуют нужные подсказки. Каждому геоконту идет приложение, где показывается разнообразие схем. Эти схемы придумали творческие педагоги вместе с детьми. А предложите самому ребенку придумать что-то свое. Загадайте загадку, ребенок сделает сам, или сделает именно то, что он хочет получить в подарок. Да, вот такие альбомы, где описываются эти задания. Вы можете внимательно почитать и, конечно же, активно использовать в своей практике. И если вас заинтересовали эти игры, то достаточно воспользоваться ресурсами интернета, набрать Вячеслав Воскобович, развивающие игры, или просто набрать слово «геоконт», и вы попадете в настоящую сказку «Фиолетовый лес», в котором очень много сказочных персонажей. Они интересны своими необычными названиями. Например, паучок Фантик или Незримка Вьюсь. Да? Что за Незримка Вьюсь? Некоторые сказочные образы уже наделены особыми характеристиками. Ну, например, Незайка ничего не знает, да, как мы говорим. И другие разные образы. Буратино, Мальвина. А вот Незримка Вьюсь, что он умеет? Как вы думаете? Почему у него такое имя Незримка Вьюсь? И начинаем с детьми рассуждать. Так что, если вас заинтересовали эти игры, набирайте на ресурсах интернета Вячеслав Воскобович, геоконт, и вы узнаете очень много интересного. И самое главное, интересно, вы сделаете не только жизнь своих дошколят, но и свою собственную педагогическую деятельность. А мы продолжаем дальше. Мы с вами рассмотрели 5 условий эффективного развития познавательного интереса. Давайте посмотрим дальше, что же еще предлагается. Это еще один из способов, это коллекционирование. Ну, конечно же, оно имеет неоценимое значение для развития познавательного интереса.
Толковый словарь определяет коллекционирование вот такими словами. Это систематизирование, собирание однородных предметов, представляющих научный, художественный, литературный и так далее интерес. Коллекционирование – это одно из древнейших увлечений человека. Первобытные люди собирали клыки, когти, шерсть, перья тех зверей, которые они приучили или которых поймали на охоте. А мы с вами собираем разные предметы. Ну, это самые безопасные марки, открытки, фантики, обертки от шоколадки. В детях природы заложена тяга к собирательству, а точнее к поиску сокровищ. И вот посмотрите, в группе можно использовать такой прием. Это сокровищница, когда ребенок собирает свою коллекцию, выбирает свою шкатулочку. Очень важно, чтобы он пополнял самостоятельно свою коллекцию, умел делать выставку, презентовать ее для своих друзей, ну и, соответственно, ухаживать за своей коллекцией. Мы заглянем сюда чуть-чуть попозже. А сейчас давайте разберем, какие виды коллекций существуют. Итак, самые известные группы коллекций – это коллективные или групповые, которые собираются коллективом, ну, в данном случае группой детей, привлечены могут быть педагоги и родители. Обычно инициатором создания данной коллективной коллекции выступает педагог. Домашние коллекции – это понятно, что собирается семья. Очень интересно спросить и узнать у родителей или у вас, существует ли семейная коллекция, которую начали собирать ваши прапрадедушки, прабабушки, и затем как наследство передается ребенку. А если нет, это как раз повод создать свою коллекцию, которая станет вашей семейной традицией. Индивидуальные коллекции – это детские сокровищницы. В них собраны самые разнообразные вещи. Причем каждая из вещей имеет огромную ценность для ребенка. И к этому надо относиться уважительно. То есть нельзя брать без спроса, пользоваться этими предметами, заменять или брать себе. Ну, дальше, социальные коллекции – это совпадение интересов детей, совместное обсуждение, разговоры, игры. К созданию социальных коллекций часто используют такой маркетинговый ход известные магазины «Магнит» и «Пятерочка», да, когда получаются карточки, старатели, стиратели, различные игрушки, когда мотивируют детей на собирание этих игрушек, карточек. Дети приходят в группу, начинают обмениваться, придумывать свои игры. Ну и также существуют временные или эпизодические коллекции, которые собраны по определенной тематике. Их еще можно назвать мини-музеями, которые вы создаете в своей группе. Конечно, чаще всего на ум приходят сезонные. Это когда мы изучаем признаки времен года. Например, золотая осень или проделки снежной королевы, когда предлагаем детям собрать материал, коллекцию на данную тему. Во-первых, это дает возможность закрепить признаки времени года, но и потом посмотреть, чем же интересуются ваши дети. Могут быть связаны с изучением темы, например, тема посуда, и вы решили создать коллекцию ложек. Какие бывают ложки? Может, есть какие-то семейные, необычные ложки. Я думаю, что родители с удовольствием поделятся своими сокровищами на время выставки. Ну, а мы с вами давайте заглянем в эту сокровищницу и посмотрим, что же тут за коллекция. Да, настоящие сокровища. Это пуговицы. Посмотрите, с помощью этих пуговиц, с помощью любой коллекции всегда можно решить много задач. Например, внимательно рассмотрим данные пуговицы. Конечно же, сразу, да, сколько, много на занятиях по математике, когда надо разделить эти пуговицы на две группы. На какие? По размеру, большие и маленькие. Находим самую маленькую пуговку, относительно с ней по размеру пуговки, и какие у нас будут большие. Ну, а еще по цвету, да, очень трудно. Ну, например, пусть это будут синие и не синие.
Как еще можно разделить пуговки? Можно круглые и не круглые пуговки. А если мы разделим таким образом, блестящие и не блестящие пуговки. Отдается задание: найди в своей коллекции и покажи шершавую пуговку, гладкую пуговку, прозрачную, квадратную, с двумя дырочками, с ушком. Посмотрите, сколько возможностей. Не только на занятиях по математике, по развитию речи. Можно придумать историю. Каждой пуговке будет свой характер или на какой образ она похожа, сочинить целую сказку. Вот сколько возможностей скрывается за обыкновенной коллекцией. Но самое главное, вы должны понять, что если вы воодушевились этой идеей, то обязательно и дети, и родители, они поддержат вас в создании данных коллекций. Обязательно надо соблюдать некоторые рекомендации по созданию коллекций. Во-первых, выбирать тему коллекции, которая соответствует возрасту, предлагать детям составлять коллекции, связанные с их гендерными особенностями, девочкам, мальчикам. Хотя, почему девочка не может собирать коллекцию машин? Вдруг этот интерес выльется в ее профессиональную деятельность. Обязательно мы смотрим на разнообразие коллекции, предлагаем разные варианты, отталкиваемся от свойств, качества этого материала, где это можно найти, где можно применить сокровища из твоей коллекции. Ну и, конечно, говорим о безопасности. Все объекты должны быть безопасны и с гигиенической стороны, и не травмоопасны в работе с ними. Ну что ж, соблюдение всех этих условий обязательно поможет вам развивать в детях познавательный интерес, развивать стремление узнавать что-то новое, выяснять качество и свойства предметов. Вы должны помнить, что не надо насыщать ребенка информацией, а самое главное развивать, подталкивать его к исканию новых путей, к исканию информации, знаний. И тогда это будет собственный опыт ребенка. Он сможет его уверенно применить в дальнейшей жизни при любых жизненных ситуациях. И есть прямая взаимосвязь. Чем выше будут развиты познавательные интересы у ребенка, тем успешнее будет его учеба в школе, и не только в школе, тем успешнее будет его жизненная позиция. Спасибо большое за внимание. До свидания.